На Земле существует огромная духовная безграмотность, и людям необходимо знать истину, потому что Библия говорит, что именно истина делает их свободными. Истина освобождает тебя от страхов. Истина освобождает тебя от суеверий. Истина освобождает тебя от заблуждений. И в любой сфере рабства приходит истина и освобождает тебя. Она подобна свету. До того, как мы вошли в этот зал, возможно, было темно, но кто-то нажал кнопку, и появился свет, а тьма отступила. Я не могу точно сказать, куда это делось. Это просто отступило. Свет был настолько подавляющим, что темнота перестала существовать. Соседи, вот что может сделать сила Божья. Да, именно это может сделать сила Божья. И она может быть настолько сильной, что зло отступит перед ней. Я просто говорю, эй, я ухожу с дороги, понимаешь? И это то, с чем мы с тобой должны быть очень хорошо знакомы. На этом уроке мы будем изучать происхождение демонов. Так вот, демоны на самом деле являются приспешниками дьявола. Они его ангелы, его падшие ангелы. Поэтому, когда он пал из-за своей гордости за свою личную красоту, Библия говорит в 28 главе книги пророка Иезекииля: «Твое сердце вознеслось из-за твоей красоты. Ты развратил свою мудрость». Там сказано, что он обладал всей полнотой мудрости. И по причине твоей яркости он говорит, что я низвергну тебя. И вот, когда он спустился, он привел с собой эту могущественную армию ангелов. Он был одним из тех, кто руководил музыкой, пением и восхвалением на небесах. Он отвечал за богослужение на небесах. И он пал. Он пал, потому что Библия говорит, что он увидел свою собственную красоту и понял, насколько она велика. И он понял, что обладает такой мудростью, что хочет занять более высокое положение на небесах и готов бороться за это, но он проиграл. Теперь ты видишь, что, став неудачником, он потерял свою силу. Теперь в маленькой книге Иуды, если ты хочешь открыть там свою Библию, это следующая книга после книги Откровения в конце твоей Библии, в ней всего одна глава. А в 9 стихе мы читаем, что Михаил, как говорится в Библии, является одним из небесных архангелов и человеком огромной силы, могущества и высокого положения на небесах. Что он отказался лицом к лицу упрекнуть сатану в споре, который у них возник из-за тела Иисуса Христа. Моисей. Даже в своем падшем состоянии сатана по-прежнему остается одной из величайших и проницательнейших личностей, когда-либо созданных. И когда он вступил в спор только из-за тела Моисея, он сказал: «Господь упрекнул тебя». Здесь говорится, что он не осмелился выдвинуть против сатаны неопровержимое обвинение. Он говорит: «Господь, я упрекаю тебя». Он все еще занимает высокое положение. Он архангел, вышедший из своего первоначального состояния. Теперь, если бы я впал в грех, ты мог бы сказать, что есть пастор Самрал без церкви, лишенный всех привилегий церкви, вплоть до ты видишь дно. Но ведь когда-то ты был пастором, а теперь именно это можно сказать об этом существе. Когда-то он был архангелом, когда-то был лидером на небесах, а теперь он все еще высокопоставленный человек, понимаешь? То же самое можно сказать и о пасторе. Когда ты увидел, как он идет, ты сказал: вот идет человек силы, а вот идет человек знания, а вот идет человек силы. Мужчина, но он что-то потерял. Вот видишь. Ну что же, именно это ты и должен сказать о сатане. А теперь запомни, Библия учит нас, что Люцифер, который и есть дьявол, реальная личность. Так вот, в 5 и 8 посланиях Петра говорится: будь трезв, будь бдителен, потому что твой противник — это ты. Теперь противник — это реальность. Это действительно так. Твой противник, дьявол, подобен рыкающему льву, но он не овца. Тебе лучше поверить в это. Обладающий силой льва и лидерством льва, он король джунглей. Он знает, что он король джунглей. Никому не нужно подходить и говорить: «Эй, мистер Лев, а ты знал, что ты король?» Да, он знает это и без того, чтобы ты ему что-то говорил. И дьявол знает, какого положения он лишился на небесах. И он знает, насколько он выше любого человека на этой земле. Поэтому он ходит как рыкающий лев, но не для того, чтобы благословлять, не для того, чтобы помогать, не для того, чтобы любить. Он говорит, что ищет, кого бы ему поглотить. Вот об этом говорится в 5 главе 1 послания Петра и 8 стихе. Так вот, в Библии, как и в книге Откровения, ему даны личные имена. Так что он не просто оказывает влияние, как некоторые люди хотели бы заставить нас поверить. Ему приписываются личные поступки, как я читал тебе из главы 14 книги пророка Исаии, стихи с 12 по 15 в нашем последнем исследовании. Иисус имел дело с дьяволом как с личностью. Ты должен это знать. Об этом говорится в 4 главе Евангелия от Матфея, стихах с 1 по 11, где он подвергся искушению дьявола. Они разговаривали друг с другом, и поэтому он обратился к нему как к человеку. И он сказал: «Отойди от меня, сатана», понимаешь? И поэтому он обратился к нему как к человеку. Иисус вел войну с сатаной как с личностью. Об этом говорится в Евангелии от Луки, глава 13 и стих 16. Павел и его послания сражались с сатаной как с реальной личностью. Ты читал послание к Ефесянам, глава 6, стихи с 10 по 18, где говорится, что оружие нашей войны — это не наш полковник, но оно могущественно через Бога для разрушения твердынь. А потом он говорит, что мы сражаемся не против людей из плоти и крови, а против княжеств как сил, понимаешь?
Таким образом, перед нами реальный человек. О дьяволе говорят, что у него есть сердце, чувство, гордость, речь, знание, сила, желание, похоть и многое другое. Другие важные детали. У него есть важные страсти и важные способности. Теперь мы должны не только верить в него и понимать его, но и в сегодняшнем мире. Урок. Мы имеем дело с теми, кто работает с ним, называемыми в Слове Божьем падшими ангелами. И они называются демонами в Слове Божьем, но не в самом Слове Божьем. Слово «демоны» не встречается в Библии как самостоятельное слово. Но Библия учит, что помимо сатаны, князя и силы наследника, существуют злые духи меньшей степени, чем он сам. У них меньшая степень лидерства, меньшая степень власти, и они подчиняются ему. Они связаны с ним таким доверием, что должны ему подчиняться. У них сложились отношения, которые они не могут разорвать. Они не могут сказать: «Ну что же, я устал служить тебе, я собираюсь служить кому-нибудь другому». Они рабы, и они находятся в рабстве у него. И их обозначение как демонов происходит от греческого слова «диаболос», означающего «противник» или «ложный обвинитель» или «клеветник», ты видишь? И поэтому мы хотим познакомить тебя с происхождением этих духов, которые подчиняются дьяволу меньшее, чем он сам, и которые исполняют его желания на земле. Человеческие существа. А теперь скажи, откуда они взялись? Мы знаем, откуда появился сатана. Мы изучили это на полном уроке. Во время восстания сатаны на небесах, он увлек за собой великое множество низших небесных существ. И в 12 главе Откровения и 4 стихе говорится, что его рассказ привлек третью часть небесных звезд и низвергг их на землю. И вот 1/3 из этих прекрасных ангелов, 1/3 из них, был выдернут из своего места, из своего гнезда, из своих божественных отношений, и последовал за ним несчастный вниз к гибели. Значит, они последователи дьявола. В Евангелии от Матфея, глава 25 и стих 41, они названы ангелами дьявола. Именно так Иисус хочет назвать их в Евангелии от Матфея, главы 25 и 41. Они не ограничены, они витают в воздухе вокруг, они живут за счет воздуха. Они духи, но у них нет телесности, как у человека. Так вот, эти ангелы, большинство из них ничем не ограничены, но некоторые из них ограничены, о чем мы, возможно, поговорим с тобой позже. Злые духи находятся в царстве сатаны и под его властью, поэтому они должны получать указания непосредственно от него. Они его эмиссары, они его подданные, и их так много, что они делают его власть практически неограниченной по всему лицу этой земли. Если сегодня живет 4,5 миллиарда человек, то у него есть по одному на каждого человека, живущего на лице этой земли, который это может мучить, это может причинять боль. Причем многими способами, которым мы собираемся вас научить. А теперь скажи, какова же природа этих падших духов, наших демонов? Я уверен, что первое, что ты должен осознать, это то, что они являются личностями. Под личностью я подразумеваю, что у них есть представление о том, кто они такие. Внутри них есть что-то такое, что заставляет тебя понять, что точно так же, как у человека есть личность, и у него есть определенные желания, и ни у кого нет желаний. У этих созданий, у этих падших ангелов с небес есть личность, которую я не хочу рассказать вам кое-что. Они хотят показать, кто они такие. И мы собираемся показать тебе, как именно это работает. Человек — это личность с корпоративным телом. Это личности без корпоративного тела. Так что эти демонические духи — это личности, у которых есть своя индивидуальность, и каждый из них индивидуален. Но у них здесь нет корпоративного существования, и они этого хотят. Они хотят, чтобы это проявилось на лице этой земли. Их невозможно увидеть обычным глазом. Многие люди видели их своими духовными глазами. Будучи падшими духами, они стремятся обрести тело и прилагают усилия для того, чтобы воплотиться на земле. Они хотят разрушить все, что сотворил Бог. Они хотят уничтожить все хорошее, что есть на этой земле. И поэтому для этого им нужно человеческое проявление, понимаешь? Им нужно человеческое проявление. Повсюду в Слове Божьем мы находим, что эти злые духи обитают в человеческих телах. Они, духи, приходят и живут внутри человеческого проявления, чтобы иметь возможность выражаться. Если есть дух ненависти, он приходит и вселяется в человека, и человек ненавидит и не знает, почему он ненавидит. Им движет что-то помимо его собственного «я». Вот так они и функционируют. Это падшие духи, и по сути они представляют собой непоправимое зло. Они не могут быть добрыми. Они никогда не были добрыми с тех пор, как покинули небеса. И поэтому они злобные создания, злые существа. Они сердятся на Бога, потому что потеряли свое место на небесах. Они продолжают злиться, потому что потеряли свое прекрасное место в раю, потеряли его полностью, потому что следовали неправильному руководству. Они последовали за дьяволом, и он солгал им, сказав, что собирается захватить небеса, и он собирался возвысить свой трон и продвинуть их по службе, и они потеряли
повышения по службе. Они злятся на Бога из-за того, что потеряли свое имущество, и их главный мотив на этой земле — уничтожить то, что Бог любит и что Бог создает, и в основном это ты. Вот видишь, они хотят уничтожить именно тебя. Именно тебе они хотят причинить боль. Именно тебе они хотят причинить все возможное зло, чтобы оно вошло в твое существование. Так что, поскольку Бог любит человечество, каждое бессмертное создание больше, чем что-либо другое, Он любит тебя больше, чем горы, больше, чем моря, больше, чем Он рисует звезды. Вот видишь, ты моя главная любовь. Видишь ли, Бог преподнес тебе свой невыразимый дар. Ты можешь говорить о горах, ты можешь говорить о море, ты можешь говорить о звездах, но никто еще не описал Иисуса полностью. Видишь ли, Он невыразимый дар Божий. И так как Бог любит тебя и дал тебе этот невыразимый дар, то каждый демон в аду и за его пределами, каждый демон с небес, каждый демон, который живет в воздухе под их властью, знает, что дьявол — это принц ада. Воздух, который там живет. Они хотят уничтожить тебя. Иногда они разрушают, они уничтожают землю, они разрушают города. Очень возможно, что за ужасной погодой, которая разрушает, стоит сатана, как за этим, вы понимаете, за разрушителем. Когда человек становится верующим и воинствующим христианином, я хотел бы остановиться на этом на некоторое время, как воинствующий христианин. Мы не просто обычные христиане, мы не просто делаем добро, мы не просто спасены, сидим на скамье подсудимых, готовые отправиться на небеса. Мы солдаты королевской армии. Мы победители в великой битве. И эта битва идет между добром и злом. Это битва, которая началась на небесах. Это космическая битва, которая началась между Богом и одним из его архангелов. И мы все еще участвуем в этой битве до тех пор, пока она не будет полностью выиграна, и он не будет брошен в огонь на веки вечные. Таким образом, мы, воинствующие христиане, находимся в постоянной борьбе с Божьим противником. Теперь единственная причина, по которой он является нашим противником, заключается в том, что мы на стороне Бога. Видишь ли, в этом и заключается единственная цель всего этого. Ты спрашиваешь, ну и где же живут эти духи? Методы деятельности сатаны, его высокоорганизованная империя бродячих духов во Вселенной на небесах описаны в 6 главе послания к Ефесянам и 12 стихе. Мы боремся не против плоти и крови, а против начальств. Наше княжество — это территория, которой правит принц, борющийся с могущественными силами, с правителями тьмы этого мира, с духовным злом в высших сферах. Таким образом, обитель этих духов находится в воздухе, который находится над нами. Это место можно назвать вторым небом. Земля здесь — это первое небо, воздух над нами — это второе небо, а третье небо — это место, где существует Бог и где Он живет. Теперь о его методах можно судить по выражению козни дьявола. Об этом говорится в послании к Ефесянам 6 и 11. Это означает, что он хитер. Это означает, что он обманщик. Это означает, что он хочет причинить тебе боль больше, чем ты можешь себе представить. Он хочет дотянуться до тебя и причинить тебе боль всеми возможными способами. Его организация постепенно становится все больше и больше. Если у тебя когда-либо было служение, возложение рук и освобождение людей от демонических духов, то самый слабый дух, который мы когда-либо находили, это дух глухоты. И почти каждый может избавить кого угодно от духа глухоты, если он сам этого хочет. Просто если ты сделаешь это по правильной команде, просто скажи: дух глухоты, выходи. Он настолько слаб, что обязательно выйдет. Он прокрадется обратно, если его не будут держать снаружи. Ты должен бороться, чтобы сказать, что больше не можешь вернуться. Сопротивляйся ему так, чтобы он больше не смог вернуться. Но его организация перешла от высших к низшим. В ее состав входит княжество, территория, на которой живет принц. В Азии будет принц. В Вавилоне будет принц. Знаешь, в Индонезии будет принц, который будет править страной. Во Франции будет принц, который будет править Нью-Йорком. И это правящие духи, которые управляют теми, кто находится под ними. Таким образом, все разделено на княжество сил. В Библии говорится, что мировые правители этой тьмы и духовного воинства зла находятся на высоких местах. И таким образом у него есть целая военная машина, от рядового до генерала. И он управляет высокоорганизованной организацией, стремящейся навредить и помешать всему, что Бог хочет сделать на этой земле. Именно на небесах над землей сатана и его ангелы или демоны имеют свою обитель и базу для операций. Теперь у них нет телесности, у них нет. Они могут перемещаться сквозь твердое тело и жить там, в этой области, не имея ничего твердого, на что можно было бы опереться, как вот это. Им это совсем не нужно. Теперь ты видишь, что ты много говорил о сатане и о демонах, которые следовали за ним. Кто из вас в это верит? Ну что же, Иисус был главным учителем во всей Библии. По крайней мере 15 раз в Евангелиях Господь Иисус Христос давал исчерпывающий урок о существовании демонов и о том, как с ними обращаться. В Евангелии от Матфея, в главе 25, стихах с 22 по 28, рассказывается, как он изгонял демонов из людей из многих народов. В 9 главе и 1 стихе Евангелия от Луки он повелел своим ученикам изгонять их, также в 10 главе и 1 стихе Евангелия от Матфея. Господь Иисус Христос рассматривал свою победу над ними как победу над сатаной.
И вот об этом говорится в 10 главе Евангелия от Луки, в стихах 17 и 18. Итак, Господь верил в эти вещи и учил этому, и поэтому мы следуем Его учению. Если Он прав, и если Он путь, истина и жизнь, тогда Он и есть истина. И если ты хочешь правды в этом вопросе, то Он душа, уединенное место и источник истины, который должен быть дан тебе. И поэтому мы должны это понимать. Мы должны это знать. Апостолы, которые пришли после Господа Иисуса Христа, верили и учили об освобождении от демонической силы. В 9 и 20 откровениях они заявили о своем существовании, и поэтому апостолы верили в существование демонов. Это апостол Иоанн писал тебе в то время. А в 4 главе Евангелия от Луки и в 33 стихе описывается сама их природа. Таким образом показано не только их существование, но и их природа, что они обладают совершенно особой природой того, чем они являются. В 4 и 1 послании к Тимофею описана их деятельность. Описана их деятельность. Таким образом, у тебя есть представление о природе и деятельности, а также в Откровении 16:14. Я надеюсь, что у тебя есть программа обучения, и ты сможешь очень внимательно следить за мной. Мы находимся на 8 странице в самом низу страницы. А затем упомяните об их изгнании из человеческих существ, чтобы вы могли изгнать их. В 9 главе Евангелия от Луки и стихе 42 показывают, как их можно удалить из человеческой личности, и они больше не смогут причинять вред этому человеку. В 12 главе Евангелия от Матфея и 26 главе послания к Ефесянам, 6 и 12 главах, вы найдете здесь информацию о том, что у них есть организация, что у них есть организованность среди них. А в 8 и 31 главах Евангелия от Луки это указывает на их место жительства, а также в 9 и 11 главах Откровения. А в 25 и 41 главах Евангелия от Матфея Господь Иисус указывает на их окончательную гибель, в которой они пребудут вечно. И поэтому ты должен понимать, что Библия говорит об этом очень ясно. Тебе не нужно гадать об этом. Тебе не нужно говорить, что возможно так оно и есть, и не нужно говорить, что это означает то-то и то-то. Нет, это означает именно то, что здесь написано, и здесь сказано именно то, что это значит. Теперь мы подошли к сути этого дела, и я очень надеюсь, что у тебя здесь есть учебная программа, потому что мы находимся на 6 на 9 странице. Вот имена, которые даны этим духом в Библии. Теперь, путешествуя по миру, я нашел множество других имен. У меня был дух, который хотел сказать, что я дух крови. Ты знаешь, что я выступил против тебя. Я дух крови. И я должен сказать дух крови. Я выступаю против тебя Господом Иисусом Христом, Его могучей силой и на прерогативы великого поручения таковы, что Он сказал мне, что я должен пойти и изгнать тебя вон. Итак, я пришел, чтобы изгнать тебя, потому что мне было приказано это сделать. А потом мы поговорим с ними именно таким образом. Они поймут. В какой бы стране я ни был, будь то Китай, Япония или Индонезия, все дьяволы хорошо говорят по-английски. Да, я еще ни разу не встречал человека, который бы не сказал, а что скажешь ты? Что скажешь ты? Да, они знают, что я говорю, и очень хорошо это понимают. Все в порядке. Теперь мы занимаемся чем-то очень важным. В Библии и в Святом Слове Божьем есть много имен, которыми обозначаются злые духи. И наш Господь Иисус сам использовал некоторые из них. Я упомянул об этом специально для того, чтобы ты знал. Если Господь Иисус сказал это, значит это должно быть правдой, и ты не можешь вернуться к этому. Ты должен принять это. А теперь давайте взглянем на список литературы. Ну что же, давайте возьмем Ветхий и Новый Заветы и посмотрим на некоторые имена, потому что это было интересно. В Евангелии от Луки в 13 главе и 11 стихе упоминается дух, называемый духом немощи. Знаешь ли ты, что я встречаю людей, которые прошли через все клиники и госпитали, и ни один врач не может найти у них ничего плохого, и они все еще больны. И если бы доктор хоть немного поучил меня этому, мой рост помог бы ему. Есть люди, в которых живет дух немощи. Они больны здесь, они больны здесь, они больны здесь, они больны здесь, они больны повсюду, но врач не могу найти его, потому что он не физический. Внутри них заложена немощь, которую дьявол навлекает на этого человека. Разве это не удивительно? Это дух немощи. Вот это тебя удивит, и я хочу, чтобы ты был очень осторожен. В 9 главе Евангелия от Марка, стихе 25, Господь Иисус говорит, что был дух глухой и немой. На этом месте я должен остановиться очень внимательно и сказать, что не у всех глухих людей есть дух глухоты. Ты можешь оглохнуть от удара, или некоторые люди рождаются глухими от высокой температуры, от болезни. И поэтому мы хотим, чтобы ты знал, что мы никоим образом не верим в то, что кто-то глухой, кто-то немой одержим, потому что мы не верим в это. Но Господь Иисус конкретно сказал здесь, в 9 и 25 главах Евангелия от Марка, и независимо от того, веришь ты в это или нет, что видишь ли, это твоя проблема. Он говорит, что там был глухой и немой дух, и он изгнал его. Там был дух, и этот дух вошел внутрь и закрыл уши, и он закрыл язык, и они не могли ни слышать, ни говорить. И Иисус сказал, выходи. И тогда они смогли слышать, а затем и говорить. И я просто рассказываю тебе слово Господне о том, что это библейские имена, которые даны демоническим духом, действующим на поверхности этой земли. Одно из очень необычных имен духа такой природы мы находим здесь, на 9 странице, под названием С. В 12 главе Евангелия от Матфея и стихе 43, а также в 1 главе Евангелия от Марка, в стихе 23, а также в 9 главе Евангелия от Луки и стихе 42 говорится, что там был нечистый дух. Теперь ты знаешь, что этот дух упоминается 22 раза. 22 раза мы сталкиваемся с тем, что называется нечистым духом.
Разве это не нечто особенное? Теперь я верю, что это нечистота, эта нечистота может быть духовной нечистотой. Это верно. Нечистота в духе, понимаешь? Это духовная нечистота. Это может быть чисто физическая нечистота, которая очищает разум, эмоции, силу воли. А еще это может быть физическая нечистота. Ты знаешь, что люди, одержимые демонами, часто не моют свое тело. Они не будут мыть свое тело. Видишь ли, их тело воняет, потому что дьявол не позволяет им привести себя в порядок. Он обожает нечистоту. Так вот, в Библии говорится, что это духи, которых называют нечистыми духами, и я уверен, что они могли бы функционировать в 3 мирах. В мире духа, чтобы сделать тебя нечистым в твоих духовных частях, в твоих солнечных частях, чтобы сделать тебя нечистым в твоем разуме, твоих эмоциях и в твоем теле. Воля и нечистая физическая часть тела. Боже мой, какая правда. Какая правда. Эти духи сегодня на свободе. Они действуют в современном мире, и они очень активны в современном мире, и сегодня Божьи дети могут изгнать их. Сегодня они могут быть удалены из человеческого существа. Позволь мне благословить Тебя. А теперь, Господь, я хочу поблагодарить Тебя за Слово Божье, которое делает нас свободными. Я хочу поблагодарить Тебя за эту замечательную тему, за этот потрясающий предмет, за эту волнующую вещь, которая приводит нас в такое возбуждение пока. Кто? Мы просто хотим пойти дальше и освободить мужчин, женщин и детей от власти дьявола. Он узурпатор. У него нет никаких прав находиться среди людей. Он не имеет права причинять людям боль. Он не имеет права навлекать на людей болезни. Он не имеет права приносить свою нечистоту, свою мерзость и перекладывать ее на людей. Так что теперь, Господь, мы просто молимся прямо сейчас, чтобы Ты благословил моих соседей и друзей, и освободил их, и благословил наш великий класс. И научил их великим истинам, которые освободят миллионы людей, клянусь могучей силой Божьей. Пусть так и будет, и мы благодарим за это Бога.